5 лет назад пенсионные выплаты гражданам Абхазии стали в обязательном порядке начислять на банковские карты. Начиная с августа этого года пенсионеры снова должны будут получать деньги лично в кассах Сбербанка. Эту вынужденную меру внедряет Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии по требованию Пенсионного фонда России, так как учет умерших пенсионеров в республике ведется плохо. И хотя по межведомственному соглашению перерегистрация пенсионеров проводилась минимум раз в год, оказалось, что этого недостаточно. Может произойти, что пенсионер от перерегистрации до следующей перерегистрации умирает, и после этого родственники, близкие и другие лица, которым попадает карточка пенсионная, продолжают снимать незаконные денежные средства, в связи с чем происходят большие переплаты. Таких случаев достаточно много. По последним данным, которые у нас есть, переплата именно по российской пенсии составляет более 17 миллионов рублей. Подсчитав переплаты, Пенсионный фонд России затребовал возвращения средств, обналиченных незаконным путем. Министерство соцобеспечения передало данные в прокуратуру, но вернуть удалось лишь небольшую часть денег. В большинстве случаев правоохранителям не удается установить личность нарушителя. Не желая и дальше платить деньги мошенникам, Пенсионный фонд России предложил свое решение. Российская сторона поднимает вопрос о том, что не будет переводить денежные средства в Республику Абхазия. То есть, что это означает? Пенсии будут перечисляться на пенсионные счета в банке на территории России, в российском банке. И, соответственно, наши пенсионеры вынуждены будут ездить в Сочи, в Адлер за получением пенсии, что неприемлемо, что усложнит жизнь наших пенсионеров. Чтобы этого не было, мы решили, чтобы каждый пенсионер лично приходил в кассу банковского учреждения Республики Абхазия. Согласно новым правилам, которые вступают в силу с августа, пенсии будут выдавать по предъявлению паспорта и пенсионного удостоверения в кассах банков. Те, кто физически не в состоянии приходить, могут оформить доверенность на родственника. Кроме того, поменяется график выплат. Дата начисления теперь будет зависеть не от района проживания, а от года рождения пенсионера. До 40-го года рождения начинают получать первыми. Через 3 рабочих дня 41-го, 47-го годов рождения, 48-й, 53-й еще через 3 рабочих дня, а затем с 54-го года по настоящее время еще через 3. Но мы понимаем, что туда вмешаются еще и выходные дни, и это продлится в течение 15-16 дней. Новые правила коснутся всех пенсионеров Абхазии, а не только тех, кто получает российские пенсии. В соцсетях новость восприняли, мягко говоря, без энтузиазма, учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в республике. Однако министр Руслан Ачба подчеркивает, что на данном этапе альтернативы нет. Мера вынужденная, мы понимаем, что это непопулярная, и эта мера предоставит много неудобств нашим гражданам, пенсионерам. Мы, конечно, за это приносим свои извинения, но при этом просим отнестись к этому с пониманием, потому что в этом просто есть сегодня необходимость для того, чтобы мы в дальнейшем решали какие-то вопросы, вели переговоры с нашими российскими коллегами. Нам необходимо решать эту проблему. Меры по ужесточению учета умерших предпринимаются, однако эта работа ведется уже несколько лет и пока заметных результатов не принесла. В будущем, если удастся обязать граждан регистрировать смерть родственников в 3-дневный срок, как и гласит сегодня закон, выплата пенсии на банковские карты возобновится. Надежда Боровикова, Торник Камичба, Абаза ТВ.